Нужно так называть? Можно, все. Здесь можно абсолютно. Ему можно все. Да. Ему можно все. Да, вот и поболтаем. Короче. Зрителям объяснять ничего не буду, они уже знают. Хотя, если вы не знаете, это ВМ-шоу. Вот и все. Рядом со мной сидит Эркин Рыскулбеков. Это человек, который своим примером показал мне жизнь с другой стороны. То есть... Ты же договаривай, тогда же люди подумают, что не то. Именно видение. Ты же лучший. Да. Ты же вот в Кыргызстане, честно, как только говорят, если Мантусов занят, то тогда Эркин Рыскулбеков. Да. А потом Тунаев. Если двое... Ну ладно же, возьмем Тунаева. Хотели вас, но придется пойти с Тунаевым. Кстати, заговорили о втором великом человеке, о Максате Тунаеве, да, и это как раз вот он. Вот ты кто? Это тот, который третий. Третьим будешь? Буду. Все. Маленькую предысторию. Когда я начал вести именно на кыргызском языке мероприятие, что я сделал? Я, взял запись у ребят, как ведет Максат Тунаев на кыргызском языке. Я скопировал все, что он говорит. Да, потом очень долго репетировал, потом добавил своего. И, сделал лучше. В общем, потом у Борчинова посмотрел, но я вот так вот, поставил себе прям свадебный сценарий. Вот. Но первый был ты, в моем случае. Лучшее решение. Вот, да. Да, я про Борчинова. В общем, принцип сегодня на передаче мы поговорим о таких вещах, как факапы, истории странные, страшные, интересные, прикольные, поучительные истории, которые произошли с вами на мероприятиях. То есть тем самым гости, люди, которые посмотрят, сделают для себя заметку. Так делать нельзя, так работать не надо. Хотя, возможно, а вдруг она просто будет веселая и с кем-то тоже повторится. Мое второе имя — это факап. Я всегда в каких-то таких историях оказываюсь, где очень смешно выгляжу. Ну, раз ты начал, то тогда можешь продолжать. Да, можно что-нибудь лаконично. Эркин Рыскулбеков, факап. Есть знаменитый мой факап, он разлетелся по всем пабликам, там миллионы просмотров. Я вел программу «Кто хочет стать миллионером», и, значит, после свадьбы такой убитый, а съемки же, и сижу, напротив меня гость сидит, на хрыском виду. И у нас, значит, с режиссером такой сигнал, да, когда я говорю, мы начинаем нашу программу, без программы Баштаевс, он этот свет, все выдает, раз, все, пошла музыка, ну это все миллионерское, да? И я, Андаме Сабис, программа Баштаевс должен был я сказать, и говорю, Андаме Сабис, той усту Баштаевс. И мне от этого самому смешно вот этому моему визави, который напротив, весь зал. Буга чейин миграция кызматында иштеп келгенсиз, азыр болсо жеке ишкерликке өтүп атасыз. Атам. Кандай болсо дагы бирөөгө иштегенге караганда өзүң иштеген пайдалуу деген идеология келип турбайбы баардыгыбызда. Куттуктайм. Эми бүгүнкү тоюбуз. Вот что значит человек работает на свадьбах, боже мой. Урматтуу жаш жубайлар. Булот ыйготту. Все. Панический смех. Кстати, это было в эфире. Да, нет, это не было в эфире. Не было? Я начал добивать эту тему. Булот и год, Селерида, Алатодой, но потом я говорю режиссеру, давай вырезай мне эту, я залью. Значит, выложил свой Инстаграм, потом эти ОМКС, другие паблики Да, это было трескуче. И это тот случай, когда люди, вот как Махсат, считают, что это было в эфире. Ко мне подходит там несколько человек. Да, мы дома сидели, смотрели программу «Миллионер», и ты там говоришь, что Баштаевс. А что я с ним буду спорить, что я говорю, ой, да, это было в эфире, все. Ну понятно, это байка, да? Это как, знаешь, Галкин Ельцина сказал, типа, я устал, я ухожу. Такого же не было на самом деле. Ну да. А все думают, что Ельцин так говорил. А ему приписывают. Ему приписывают. Он чуть-чуть по-другому так сказал. Он своим томным голосом, дорогие вообще друзья. факапы, да, о которых мы говорим, они почему происходят? Потому что люди не готовятся, либо невнимательность.
О, а там же, Растения, бывают же растения. разные Да, ситуации. и я... случаи. Нет, я к чему веду? Я к тому, что вот у меня был такой случай, когда ко мне приехал друг, Ага. говорит, слушай, ты что делаешь? Я говорю, ну, я свободен. Он говорит, поехали ко мне, а у него, в общем, дом за городом, и он говорит, давай барбекю пожарим. Ага. Ну, в то время это было так модно, барбекю, ну, давай, поехали. И мы уже едем в машине, и мне звонит женщина. Алло, здравствуйте, это Максат, да? А мы вас ждем. Я говорю, где вы меня Как ждете? сегодня со мной. Ну, мы, говорит, уже собрались, вот гости подошли, осталось только вот, ну, жениха с невестой встретить. Я говорю, вы что, серьезно? Я открываю, это был сентябрь, да? Я говорю, а сегодня у меня ничего не записано. Ну, посмотрите, 15 сентября. А я смотрю, оказывается, я эту дату записал на октябрь, то есть следующий год, и спокойно ходил, да. Я другу говорю, Атаев, быстро разворачивайся, мы едем домой. Я беру непоглаженную рубашку, закидываю все свои вещи Обалдеть. в машину, я приезжаю, я опоздал на 2 часа. В общем, ну, вы представляете, да? Злые, сердитые, в общем, хозяева вечера меня встречают. Я такой забегаю, говорю, пожалуйста, не ругайтесь со мной, мне еще весь вечер вести, я залетаю. Благо, мне повезло, там был жених иностранец, то есть английский нужен был, и вот это меня и спасло. Но после этого я все записываю. Ну, я к тому, что факапы это обычно самое страшное, когда неподготовленная импровизация, и когда что-то не записал. А самое Блин. ужасное, когда вот этот твой этот так называемый факап. Давай как-то. Нет, это слово факап не Давай нравится. будем Мне первые называть апфак. Мне первые 3 буквы не нравятся, здесь честно. Ну, давайте будем говорить казус. Или фейлы, Вот, да? Казус. Казусы, да. Я же человек не матерюсь вообще в жизни. Не, ну факап, это же Ним горит? горит. Да, вот этот казус. Главное, чтобы из-за него другие не пострадали. Если после него такое, смешно, классно, да, но так, чтобы люди ждали. Ужас. Не, ну это было один раз. Не, ладно, ты уж расскажи тогда ситуацию, как на твоем мероприятии гость из Франции в мир иной ушел. Ну, разное бывает, да. У меня на одном мероприятии не стало гостя. Мгм. Ну, и, Не я стало знаю, в прямом да, смысле, да. У нас передача так интересно началась, мы по негативной где-то с юмором, да, сейчас обсуждаем. Да, был такой случай, что во время первого антракта музыка заглохла. Мгм. Ну, я думаю, какая техническая неисправность. Поднимаюсь на 2-й этаж заведения, где это все проходило. Мне говорят, а там гостю плохо стало, он лежит на полу. Ну, его все окружили, откачивали 40 минут, но все-таки он не справился с этим вызовом, его не стало. Я в первый раз в жизни видел, как теряют человека на глазах, как он меняется в цвете. И я увидел, что люди к таким ситуациям, конечно, никогда не готовишься, но Ну да. увидел безнадегу, люди были, в общем, там такой хаос стоял. Ага. Не знали, кого назначить ответственным в такой ситуации, потому что обычно как? Кто-то берет ответственность на себя, там, Аксакал или еще кто-то, ну и начинает руководить всем процессом. А тут вообще, вот там сколько человек было, 250 человек, каждый сам по себе, такая тишина стоит, да, мы пытались ставить музыку, кто-то приходит, говорит, тут человека не стало, вот тут музыку ставить. Ну, в общем, такое вот. Ну, оказывается, нужно быть готовым ко всему и иметь холодный рассудок, Мгм. и трезво смотреть на ситуацию. Вот не так, как ты ее видишь, а постараться посмотреть, как Со это стороны, выглядит да? со Да, стороны, да, да. чтобы собраться и выйти из этой ситуации. Согласен. Ну, в общем, разное. Причем это был бывает. гражданин, иностранный гражданин, прилетевший из Франции, да, по-моему, из Да, Германии, у них там. был тур недельный по Центральной Азии. Это был один из самых жарких июльских дней. Мгм. И мне кажется, вот все это Давление. накопилось, всё. и Мгм. Да. у него проблема с сердцем была. Хотя потом выясняется, что этот человек уважаемый кардиолог европейской клиники. Такой вот раз. Вот такое тоже Вот бывает. такое бывает, да? У вас просто был убойный диджей. Еще раз. Убойный диджей был. Убойный Кто ди- его убил? Я отказываюсь комментировать это, да. Убийственный диджей. Давайте Убийственный диджей, да. Да. А у меня было следующее. Я начинаю мероприятие, веду, и в один момент вижу вот так вот детский башмак вот пролетает. А я только здороваюсь. Я так вижу, детский башмак пролетает. И в тот момент, когда говорю, мы начинаем, на крыском, мы начинаем наше мероприятие. И я прям вот так, я отчетливо видел, как ко мне летит ложка. Большая столовая ложка.
Я так, глаз. Мне только пришло. Ну, ребенок начинал. Конуктор, ушул жаркыраган кечеде жан дүйнөңүздөрдөн чыккан аруу тилек батаңыздарды, ак сөздөрүңүздөрдү ушул үй бүлөгө арнап келбергендериңиздерге ыраазычылык билдирүү менен бирге сиздердин алкыштарыңыздар менен биз тоюбузду баштайбыз. Вот это поворот! Баштайбыз. Wingardium Leviosa! Баштайбыз. What Diego got for us in the third. Баштайбыз. Раз мы вспоминаем не свои какие-то казусы, да, а друг друга, у Эркина был такой случай, когда он пришел на мероприятие, и сторона жениха и невесты рассорилась. Да. Вот это вообще. У меня такого не было, но мне хватило истории Эркина Раскулбекова. Да. Причем это было такое маленькое мероприятие, там, ну, может быть, человек на 50, на 60. И сторона жениха, это человек 20, 2 стола, представляешь, да из 5 2 стола. Просто встают и уходят. Нам не нужна такая свадьба. Вот такое. Жесть. Но у меня было что-то наподобие. Это когда в конце мы торт порезали, отец невесты взял невесту с собой, говорит, я ее не отдам, рвет свидетельство и забирает все подаренные деньги. Серьезно? Это вот такое было в «Золотом драконе». Ну, прикольно, короче. Да, и со мной не расплатились, ни с кем не расплатились. Уже, ну, нету денег, говорит, ну, а чем мы нам... Все, кто смотрит эту передачу и вспомнили этот случай, пожалуйста, верните деньги Вячеславу Там Мамонтову. осталось всего лишь $400. Всего лишь, уже даже доллар поднялся, да? То есть это не в ваших интересах хранить эти деньги. Ох. Ну, разные, да, случаи? Да. Ну да, Ну, в общем. но чаще всего бывают такие Веселые веселые, случаи, смешные да. истории. Вот я на затравку тоже вспомню. В общем, все, кто знает кыргызские тои, знают, что в самом конце вечера подается бешпармак. Да. Мы работаем в такие заведения, где принято за моду, да, это веяние моды. В общем, плитка очень гладкая. И пронося очередную порцию мяса, официант, наверное, каким-то образом пролил жир или там, я не помню, масло. Ну, в общем, пол был очень скользкий. А я в это время проводил конкурс, называется «Теща угадывает по голосу своего зятя». Да-да-да. Ну, я ставлю маму, она отворачивается, сзади нее собираются 3 парней, и 4-й жених, Гюрбала, зять. И такая история. Я говорю, пришли люди, тук-тук, вы говорите, кто там? И жених или кто-то там отвечает, апа булмен, мама это я. И, в общем, я объясняю, что она должна угадать по голосу, они должны будут говорить, апа булмен или там мама это я. И бегу, поговорил с мамой, и бегу к ребятам. И в этот момент я подскользнулся и очень сильно больно ударился о пол. Я лежу, мне очень больно. И я помню, один из парней, который стоял в этой, среди других ребят, подбегает и говорит, вам помочь? Я на него смотрю и думаю, конечно, мне надо помочь. А в это время, вот знаете, вот когда падаешь или что, вот как будто замедленная съемка, да? Бац, я падаю, мне больно. Он мне, в общем, руку протягивает, я встаю, у меня адская боль. Но я это пытаюсь скрывать, потому что чувство вот, ну, неудобно, что ты перед такой аудиторией падаешь. Это было больше, чем боль, поэтому я пытался всячески скрасить эту ситуацию, но это было очень смешно. Нога не была сломана уж? Нет, никаких серьезных травм не было. Аналогичная ситуация была у меня. Вы даже ее знаете. Аккар, есть такая девушка, балерина, она сейчас Да. балетмейстер. Она выходила замуж, это был Алтынгазна, вот этот малый зал, Мариотель, да? Внизу был, да? Да, внизу. И когда... Нет, который рядом площадка. Рядом площадка, Мариотель. Мариотель. Кинули букет, он развалился, там, лепестки роз упали. И я подскользнулся об эти лепестки и упал. И у меня растяжение страшное, я не могу встать. Но благо это было уже после бата. Да. Я помню это этот был- случай. Да, в но это там время я- я работал в большом зале, Эркин работал в малом зале. Точно. Мы пытались его реанимировать. Они пытались мы меня делали- сдвинуть с одной точки на вторую. Делали массаж даже, пытались. Хотя при Но переломе беда- массаж это Беда самое в лучшее. том, что на утро я должен был вести 80-летие Апаса Джумагулова. А я О. встать не могу. Я встать не могу утром. И И мне сделали купирование боли, и я вот с этой ногой вел. Ай-яй-яй-яй. наши зрители подумают, что это где-то заготовка, но на самом деле я говорю, что нет, просто это выслуга лет. Мы с Эркином, так же, как и с другими ведущими, уже давно общаемся. Вот с Эркином у нас есть очень интересная история. И я бы вот Какая из? тем, кто смотрит и является ведущим, я хотел бы сказать,
прежде чем что-то сказать, миллион раз подумайте об этом. Эркин, дружок, он сидит со своим другом в зале. У нас есть костюмированное шоу, когда приходят, одевают один стол там в одну страну, они должны свой танец защитить на сцене. И, в общем, выступают коллеги, они были ковбоями. Я уже конкурс прошел, я пытаюсь всех собрать и передаю слово. И подходит женщина, она говорит, дайте мне подарок, и шепчет это мне на ухо. И вы знаете, да, очень часто наши люди, когда ты ведешь, они тебе что-то говорят попутно. Это очень удобно, особенно когда ты ведешь очень серьезное мероприятие. И она мне очень сильно мешает, и я не могу понять, что она хочет мне сказать. Я поворачиваюсь и говорю, что случилось? Знаете, я была лошадью, ну там ковбои, и, наверное, там они распределяли роли. Она была лошадью, оказывается. Я была лошадью, а нас пропустили, даже ни одного подарка нам не преподнесли. Я говорю, женщина, вы не могли бы отойти, я вам чуть позже, да? Я пытаюсь уладить эту ситуацию, тут у нас завязался разговор на сцене, все на нас смотрят. И она, понимаете, я тут все свои силы бросила на выполнение этой роли. Я была лошадью, а я поворачиваюсь и говорю, женщину говорю, так некрасиво выходить на сцену и клянчить подарки. Не знаю, почему-то это у меня вылетело. Она разворачивается, уходит, вся в слезах, ее коллеги подбегают, говорят, почему вы ее обидели, вы ее назвали клячей. Я говорю, я ни в коем случае я не говорил, что такие слова. Я сказал клянчить. Ну, в общем, уже было поздно, у нее своя правда, у меня своя правда. В общем, я ей один подарок, второй, один за другим. Я ее задабриваю, на коленях стоял. В общем, еле как я ее оставил. Третий блок, они выходят на сцену. Она была под шофе, а тут уже изрядно выпила. Ей достается микрофон, и она говорит, сегодня все было хорошо, пока мне настроение не испортил ведущий. Ну, и я думаю, вроде бы уже мы прошли этот этап, а меня настолько это распирает, я уже тоже не выдержал и говорю, вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, говорю. Я не каждый день с лошадьми общаюсь и добиваю, потому что, ну, не знаю, во мне тоже сидит человек, у меня тоже есть, помимо того, что я ведущий, там, Максат Тунаев, который так же, как и все, может злиться, сердиться. Да, Эркин был в гостях, я помню этот, в общем, это была не очень хорошая история. Это прекрасная история. Я просто к тому, что, да, надо просто следить за тем, потому что вот это вот, знаешь, клиент всегда прав и делает то, что, как я скажу, я гость, а ты человек обслуживающий. Ну, блин, простите. Не, ну это, да, да, есть какой-то этикет, есть какое-то правило, которым придерживается и та, и эта сторона. Согласен, абсолютно. Но для меня на любом мероприятии, вот есть заказчик, я с ним решаю вопрос. Кто-то ко мне левый подходит, я либо говорю, решите этот вопрос с хозяином, если он разрешит, да. А в общем смысле, да, типа, не лезьте, пожалуйста, не лезьте. Это не ваше мероприятие. Видите, мы диктовать же особенно. выполняем просьбу жениха и невесты. А иногда бывает, что родители с ними не согласны, там уже как бы конфликт да, но в случае, когда вот эта девочка, она должна спеть, станцевать, специально... Ну, бывает. Давайте. Ладно, Да. все хорошо. Ну, это такие издержки наши. Маленький итог. Так? Можно я Да. расскажу? Вот, очень интересный случай с Нурзаткой Тохтосуновой. О, с ней всегда интересный случай является. Мы с ней ведем прямой эфир. Телемост Бишкек Анкара-Баку. О, Каждую среду. Ага. И она забыла один эфир. Я ей звоню, говорю, Нюшка, ты едешь? Она говорит, эфир же. И по пыхах я уже вот эфир начал, уже шапка пошла, ну, понимаете, да? Там, по-моему, уже какая-то там турецкая сторона, пока здоровается, Нурзат вбегает. И вот примерно такой диван был. И она садится и говорит, какая тема? Вот так вот, да? Я говорю, так, тема-то такая. И все. Когда надо было, вот передали слово кыргызской стороне, а это телемост на 3 страны. Я так вот оборачиваюсь и смотрю, что у нее так рубашка, шов вот такой полный. Она просто в спешке рубашку вверх тормашкой надела. Шиворот на выворот. Шиворот на выворот. Я мог бы просто промолчать, правильно? Режиссер, наверное, это как-то скрыл бы. Но у меня есть так, если у меня начинается одна смешинка, это остановить невозможно. О, боже, я проржал пол прямых эфира. Меня тогда чуть с канала не уволили. Но в тот месяц я был без зарплаты. Я точно помню, сказал, все, вот мы тебя... Это было твое наказание, что Это ли? было мое наказание. Обалдеть. Потому что я ржал на все 3 страны. Знаете, а мне кажется, после этого телемоста появилась новая мода носить одежду именно так, и чтобы шов прямо так... И именно в тех странах, где были прямые... Они такие, они законодатели моды. Все, погнали. Смеюсь, Нурзат, меня уже, я же... Ну, бывает. У меня тоже иногда бывают истерические смехи. Ладно, итог наших разговоров. Вот была история про то, что
забыли про мероприятие, да, я как раз на эту тему создал специальную анкету, которую всегда отправляю клиенту. Если он ее не заполняет после брони, если он ее не заполняет, то, грубо говоря, он получит то, на что он не рассчитывал. Я всегда предупреждаю, если вы заполните, то будет все четко. Если не заполните, ничего четкого не будет, да? То есть бронь, окей, поставил, и каждый раз, когда ты анкету получаешь, раз, дата, сверяешь дату, там очень все просто. Если хотите, вдруг понадобится. Конечно, я хотим, но мы ее с не удовольствием. заполним, ладно? Да, вы заполните, там предоплату надо будет, кстати. Ну ладно, а теперь сейчас на экран будем смотреть. И один ролик я хочу с вами обсудить. Вот в ТикТоке сейчас очень трендово записывать всякий бред, да? Вот я тоже недавно узнал, что такое ТикТок. Тренд, там какой-то ролик идет, и он набирает миллионы, зараза, просмотров. Очень много, очень много. Там есть и тупые вещи, есть умные вещи. Но почему-то умные, они где-то вот внизу. Ну, а сейчас это не востребовано. Ну вот. Поэтому востребованы мы с тобой, Слава. Я, кстати, третий после них, запомните. Все, ну поехали. Ролик, пожалуйста, ролик вот такой вот. Сейчас его обсудим. Да. Так, он вышел, настраивает себя и пошел, поехал. Да, я это видел. Вот. Сейчас немножечко удивлю. Угадайте, сколько миллионов просмотров у этого ролика? 15. Пусть будет 100. 15 миллионов. 51 миллион. Я ближе. Ну, Да. кто ближе? Ты ближе? А вы Ты сказал оба, 100, вы с а двух я сказал сторон. 15, Вы с а двух это сторон. было 50, я Да. ближе. Ну ладно. Не, если брать 10 тысяч и 100 тысяч, мне кажется... да, ты Все, ближе. мы уже даже в этом плане в игру играем. Хорошо. Так вот, ваша точка зрения, почему он такой популярный? Моя точка зрения, что это пятая точка. Пятая точка рулит планетой, да? Да, это Причем моя точка зрения, да. там же обычно женские точки рулят. Какая нет? разница, это же пятая точка, как у всех, она же Ну универсальная. хорошо. Так, Ладно, ваш вопрос, Слава, я Так, запамятовал. я вот почему? Вот Это почему? элементарно, мне кажется, каждый может дрыгать своей попкой. Ну, каждый может. Мне кажется, вся прелесть в простоте этого ролика. Но почему мы должны его обязательно обхаять? Он же Нет, шикарный. Не, мы не хаем. Нет, мы не- по- Почему? популярность мы обсуждаем. Почему Популярность в популярность? том, что он очень простой, лаконичный и понятный. Да, то есть в эпоху социальных сетей, в эпоху, там, я не знаю, диджитал времени, люди не хотят просто углубляться, и так много проблем, я не знаю, с этой стороны талибы идут, с той стороны ковид, с той стороны эбола, еще что-то, пятое, десятое. А в центре Да. твоя пятая точка. А люди хотят вот такой простоты, и вот, пожалуйста. Даже Эркин Рыскулбеков может подрыгать своей пятой точкой так же, но даже где-то лучше. Я думаю, что даже... А давайте мы покажем. Ну, давайте попробуем, раз вы заговорили об этом, да. Ой, подождите. Где будет удобно, становись. Нет, но нужно сделать так, чтобы зрители увидели эту попку. Надо посмотреть, как оно делается. Дайте повтор. А можно посмотреть? Да, конечно. Да, да там элементарно, Эркин, ты трясешь попой, и у тебя миллионы просмотров. Вот так вот. Только, наверное, на нас повернуться надо будет. Да, Эркин, надо Всё? к камере... Я понял. Все, можно начинать. If you can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I Дай Всё, да. 10. Слушай, мне кажется, мы с тобой рядом как люди с нетрадиционной ориентацией. Сидим такие, да. Не-не-не, Слав, Да, сделай это сейчас. Нет, можно я внесу ясно? Так. Ты как человек с нетрадиционной ориентацией, может быть, а я человек с маленькой попкой, поэтому я восторженно смотрел на большую попу Эркина. Друзья, еще одна причина, почему третьим звонят Тунаеву, это наличие маленького курдюка. Вот Тунаева начинает с больших. Нет, на самом деле я Макса номер наизусть помню. 22, 44, 22. Я тоже Эркина помню наизусть. Да, я тоже 001, свой помню 802. хорошо. Слава, а твой номер? Он Ну у и- меня записан. Да, это самое главное. И главное там написано А что его Слава. номер клиентам скидывать? Он все равно всегда занят. Его занимает за месяцы вперед, чем нас. Да. Спасибо, это была хорошая реклама. А теперь игра. Вот теперь под конец нашей передачи мы играем в игры, которые вы обычно играете с публикой, но Давайте. почему-то не играете сами, да? Но Нет, просто нет. работа такая. Кстати, за всю свою историю один раз согласился, меня очень сильно попросили, согласился провести пошлую игру. Это было один раз, и я все равно об этом пожалел.
Потому что это, ну, совсем не мой уровень, так скажем. Я очень, конечно, дорожу своей Мне репутацией. кажется, не здесь, а вот у тебя в сердце. А нет, ну и там тоже, да. А угадай город. Давайте. Давайте. Да, О, угадай город какое по мы выберем? картинке, все очень просто. На картинке показывается. Только подождите, А, подождите. не смотреть, да? Нет. Кто больше городов угадал, тот и выиграл. Окей. Очень, Без очень проблем. просто. Подожди, получается, из нас троих выиграешь ты, потому что ты... А я не играю, я А, ведущий, ты я играешь, ведущий. Итак, дамы и господа, леди, джентльмены, смотрите на экран. И что это за город Я такой? думаю, что это Рио-де-Жанейро. Это, да, это теплая страна, может быть, даже бразильяна. В общем, это в Бразилии. Ага, вы уверены? Да, потому что вон недавно проходил там чемпионат мира по футболу, и Всё. там большая арена. Может быть, Чили. А, может быть, даже Аргентина. Может быть, даже Аргентина говорит, ну, мне нравится ваш подход. Так подумай. Чернее. Чернее берите. Чернее. Черногория. Подожди, чернее, он сказал. чернее. Да. Какая-то Подожди, нет, он говорит чернее, значит, ну, скорее всего, это африканский континент. Мы с Доброй Надеждой. Южная Африка. Город мы угадали. А? Город много. Город. Кейптаун, что там? Да? Серьезно, что ли? О, Откуда ты знаешь? о, боже, серьезно? Да, это был Кейптаун, да. Какие вы расисты? Он говорит, берите Нет, я- Ужас. Темни- Я на вас в суд подам. Кейптаун. Ну, подожди. Ты не видишь позитивного? Смотри Нет, на- он сказал, берите чернее, там чернорабочие работают. Вот к этому говорил. Да-да-да. Да. Знаете, сколько там миллиардов было? Да. Не, я то и имел в виду, что мы все подумали. Друзья, Ладно, пойдем, следующее. да. А вот следующее- Так, 1-0 в пользу Макса. следующее дело, картинку, вот меня очень- Это я. Давайте. Давайте. Следующая картинка. Давай вместе, 3-4. Вот здесь добивочка должна Я прозвучать. просто там работаю. А я часто проезжаю через Стокгольм. потому что Это, всю но это свою было работу специально, чтобы легко догадаться, Да, да? между прочим, это город, в котором учился сам Муаммар Каддафи. Разве Токио, Нет, ну... подождите. Но хорошо, вот смотрите, какие города в Кыргызстане заканчиваются на окей. Ну, окей. Это окей. Токмка, окей. Токмок. А есть Прикольно. еще Чолок. Ну, это где? Апамдын. А есть еще... нет, это не город, это просто слово. Урок, Акурок. Урок. Да, урок. Ну, Өрнек есть, ну там... Ну, Ну, ладно, идем дальше. Мы скоро будет отгадали. город Осман. Подождите, 2-1, да, получается? 2-1. Хорошо, давайте следующую картинку, но здесь она будет... А, это про Токмок, да. Там же так мака нет слова. Но если ты послушаешь, ну, найдешь. Ладно, Который я, да. сколько заданий всего? Их 8 или 9. Ой, 8 часов, да, длится этот конкурс? Да, поехали. Поехали. я, кажется, знаю этот Подожди, город. это... Ну, это хорош. большой глаз? Это большой глаз? Это я Это тебе... Лондон Ай? Это Лондон. Нет, это Москва. Москва А в и Москве Лондон. разве есть этот, Итак, кто? Сейчас, подождите, кто? Ну, Москва и Лондон, Ну, хорошо. просто есть Москва, Лондон. наверное, потому что Ну, показал, набережную что видим, это да? цель. Потому Темза. что я думаю, что это дом правительства московский. как Да, Ну, вот там же нету чертового колеса. А вот, и, кстати, мне дом кажется, правительства, что он не такой... Не, ну он высокий такой же, но чуть-чуть. Под- это- Ну ладно, короче. Я мне- принимаю Лондон и Москва. Подождите, это может быть еще и Нур-Султан. Нур-Султан, может быть. Нур-Султан. Нур-Султан. Я был в Нур-Султане, но там кольца не видел. А тут В Нур-Султане Вообще не знаю. разве Да, есть и на такая Лондон не набережная? похож. Хотя на арки, Темзу похоже. арки-то они такие восточные. у тебя логика, потому что Москва река, да? Ну, река, она везде есть. Где-то воду нашел и... Где-то вот нашел есть. Вон, У нас. на Рын. Ой, может быть, это на Рын? Может быть. Нашими устами. Ладно, давайте послушаем сначала музыку, и вы сразу поймете. Он просто учился в Лондоне. Нет, я не учился в Лондоне. Я учился в Шотландии. Но это недалеко. Нет, просто мне показалось. Абсолютно да, вот. Я глаз. учился в Воронцовке, поэтому Шотландия гораздо ближе. Хорошо, а можно просьбу? Можно не Лондон написать, а на Рын? Это ради нашей общей знакомой Джидеши Дрисова. Ей будет очень Ради нашей приятно. общей знакомой Джиды. Смотри, Надо Джуди, написать смотри, где ты родилась, и после того, как ты уехала, что с этим стало? Что с этим фильм. стало? Уезжай с Бишкека. Да, уезжай из Бишкека, надо улучшать. Ну, наш Поехали, подписчик. следующее. Ой, это Вашингтон. Это Вашингтон. Вашингтон? Вашингтон. Так. Ну, это какой-то, да, средневековье. Ну. Но это А город. мне кажется, это Моцарт, Амадеус, Вольф.
Амадеус Моцарт, в общем. Мне Моцарт. кажется, это Это композитор. это имя созвучное. Я не знаю, кто это может быть. Чьим именем еще назван? Вольфган Амадеус Моцарт. Но он чуть-чуть не похож, потому что я сейчас Но- пытаюсь Потому что он вспомнить. не очень сладкий, да? Нет, потому что я вспоминаю доллары США и что-то не вижу знакомых глаз. Так, он сказал, это, очень сладкий. Значит, он Не очень что-то сладкий, горький. по конфетам, да, связан? блин, подсказала. Но это очень, это город, сразу скажу, это город, это не лично, это город. Мы говорим о городах. Ну А в да, честь но него? оно созвучно его имени. Да? Его Да? имени, понятно. да. Какой-нибудь Бург, наверное, да? Бург, Бург? Екатеринбург, Ну, типа, да. Вот. Питер, Понятно. Бург, Это, получается, город носит его имя, да? да. Что это может Я не быть? знаю, Ну, создатель шоколада какой-нибудь, я не знаю. Рошен, что ли? Возможно. Ну, близко ходим, близко. Бабаевские Это европейский конфеты, да? Нет. Почти Бабаев. Бабаевские конфеты. Подожди, это что, Кутузов, что ли? У Кутузова сколько глаз было на лбу? Ну да, говорят, у него один глаз был, да? Образование в Шотландии, конечно. Не, ну мы же не каждый. Че мне троллить? Я вообще другим Вот у нас в занимался. Воронцовке учили, не знаешь, молчи. Что я и делаю. Нет, Хорошо. я пытаюсь, Да. Музыкальную помочь, подсказку? это как- Давай, музыкальный. Музыкальную подсказку. Музыкальная подсказка, поехали. Сейчас, стоп. О боже, европейское лицо, кыргызская песня, что происходит? Взрыв. Это город Кант. Молодец. Итак, мы сравним. Иммануил Кант. Иммануэль Кант, да. О боже, ты красавчик. Нет, подожди, а что мы ржем? Вот зрители, интересно, кто нас смотрит, смогли угадать это, а? Я вообще... Вообще, ответьте себе на этот вопрос. Мне всегда... А Кант в честь Канта назван или в честь... И в честь сахара, да? да. Вот. Вообще- Ну, скорее всего, в честь сахара из-за свеклы, который там выращивают очень много, Можно, да? Но да. надо истории все равно покопаться, мне кажется. Да. Из-за того, что рядом с Кантом находится город Люксембург? Люксембург, то возможно, все возможно. в Там этом. было такое большое селение немцев, европейцев, Да? да, возможно, да. Ну, вообще, если мы будем долго копаться, в английском языке слово «кант» — это очень бранное слово, поэтому его нельзя... Давайте на этом произносить. остановимся. Хорошо. Пожалуйста. Давай дальше. Дальше. Ой, я знаю. это. Малайзия. Малайзия. Мы же должны город угадать. Город? Малайзия Нет. прекрасное образование. В Шотландии, Нет, конечно. я закидываю, а ты город отгадываешь. Да, Да? Куала-Лумпур. Нет, я думаю, что это Нью-Йорк и его центр Манхэттен. Подожди, ну сейчас таких мегаполисов очень много. Ну, что-то Или Гонконг. штатовское. А может, ой, Нью-Йорк. Это Я Нью-Йорк. вот по тому зданию Я увидел. вон вот по тому зданию и определяю. Вот Empire State Building и его... Наш ответ Нью-Йорк. Это может быть, знаешь, что-то Подожди, из подожди. в Бишкеке какие-то фотообои. Да. Возможно. Либо это Видишь, Москва-Сити. Нет, Не, Москва Сити не точно похож. был. Знаете, есть предположение, что это мой родной город Каракол в 3050 году. Там Айбек, да, жил? Вот, Айбек? На перекрестке Его он. дом снесли и там построили что-то новенькое, да? Ну, почему? Похоже на Каракол, славный город Каракол в будущем. Так, хорошо. Ну, подсказку будем делать, наверное, Давайте да? подсказку, да. Музыкально. Нью-Йорк, Нью-Йорк, конечно. Ну, я вначале сказал Нью-Йорк. Ну все, Манхэттен. ну надо прям окончательно. 4-3. Так нельзя. Нет, подожди. Я сказал Нью-Йорк и Манхэттен. Всё, Я всё. сказал Empire State Building. Окей. Давай, значит, 4-4, все нормально, все нормально. Давай разделим, А, да, Так, победу 4-3 в на мою пользу, пожалуйста. Ну, давай следующую уже покажем. Там чуть-чуть, там 3, да, Вот, осталось? ты ему пока баллы давай, сделай так, чтобы я выиграл. Да, кстати, у нас баллы можно обналичить. Обналичить Да, ни на что. ни на что. О боже. Я Golden знаю. Gate. Да, это Сан-Франциско. Это завтра. Город в стиле диско. 5-5, хорошо идете. Ну, мой любимый российский город, Нет, пожалуйста. это мой Сан-Франциско. любимый трек, Кармен. Ты о чем говоришь, Не, я Слава? я про Просто я следующий. хочу сказать спасибо Это- диджею. Так, я знаю. Это Йо, мужик, мистер который диджей, ты видел. классная музыка. Да, побольше 90-х. Это тот мужик, который Не. только что танцевал. Вот. Минск. Там Мурманск, Минск, хорошо. Но Минск мне нравится, потому что вот эта длинная М такая, Минск, О, это Карабалтинск. 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 Челябинск. Челябинск. Да, суровые Да. ребята. Кстати, там мой Задрыпинск. братишка. Задрыпинск. Задрыпинск.
Чихуянов, а нет, это не- Саранск. Вот Саранск, еще такой. хороший. Саранск. Подожди, давайте определимся. Ну, это, ну, по строению похоже на Советский, Советский типичный Союз. советский город, да? Типичный город, да. При Посмотри. въезде вот такая стела. Да. Обращайте внимание. А? Герб. Вот я тоже герб. Дерево. И олень. И олень. Это олень? Ну, олень это образно. Там очень много оленей, да? Дерево и олень. Это Очень такой, интересно. такой определенный герб города. Если понять, что за дерево нарисовано, вы поймете, что за название. Так, Дубовск. Дубинск. Дубинск. Хорошо, это дерево производит, Производит. не производят, а это дерево, Мгм. оно несет плоды. Оно несет плоды. Яблоньск. Яблоньск, хороший вариант. Грушинск. Еще? Орешинск. Орешинск. Ну, на Павловнию точно не похож. Но он на существует, он реально... Сейчас мы предположение, но он существует, и, скорее всего, вы слышали. Дерево, несущее плоды. Плодоносящее дерево. Ага. Давай дальше. Вишенск. Вишенск, близко. Сливенск. Сливенск. Сливенск, Сливенск. близко, очень. Абрикосовск. Вообще Нет, очень сейчас Абрикос, близко. Это же южный берег Урюпинск. Исsyk-Куль. Урюпинск. Урюпинск. Урюпинск, ты сказал, да? А ты как думаешь? Я с ним согласен. Но я понял, что это кириллица. Урюк. Урюк. Там выходит. Да. На самом деле, кто-то из вас сейчас был очень сильно прав. Ух ты! Так, давайте узнаем, кто. Давай. 50-50. Брошу все и уеду в Урюпинск. Серьезно? Урюпинск, да. Слушай, откуда? Из каких ты аналов это все вытащил? Этот город существует? Да 10. Я всегда думал, что это матишинная фантазия нашего физрука. Нет, 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 есть. почему? Он у Есть. тебя, оказывается, дипломированный физрук. Урюпинск. Географ, глобус. Урюпинск, Пропил. о, боже. Последнее. А это мы знаем с Эркином, это же Вьетнам, да? Вы там Там были, отдыхали. да. Получилось... Классный город Вьетнам. Кстати, я немного расскажу. Город Мы Вьетнам. поехали во Вьетнам Нячан. двумя разными датами, двумя разными пакетами. И в городе Нячанг встретились в торговом центре с Эркином. Было такое. Это Да. было очень прям круто. Место встречи изменить. Причем Нечан. я иду, знаешь, по торговому центру. Ага. Значит, приличный магазин, по-моему, Adidas. Ну, и я слышу, что кто-то торгуется. Говорит, иди, танчага вересись. Оказывается, Максат, представляешь, торговался. Это я был или ты был, Запарил? Ужасно. Ну Мне ладно. было стыдно. Я думаю, ладно, сделай вид, что его не знаю. Так иду. Нет. Эркин! Вот так. Да. Не, ну я был рад его видеть. Представляете, мы там встретились. Это Вьетнам, а то извините меня, сколько Это миллионов. город, там. Нет, это страна. Нет, мы были в городе Нячанг. Да. Все, а это что за город тогда во Вьетнаме? Прибрежная зона. Ну, я не знаю, это может быть, я не знаю, город Санья. Что еще? Но мы выбрали В Хайнане ты был, да? самые-самые популярные места, особенно, знаешь, если вы на Ну, гору обратите внимание, вон там гора такая стоит. Это вот во фильмах, Растения, обратите внимание, во Вьетнаме другой же климат. да. Может быть, да. Тут, оказывается, поменьше пальм, да? Ну, что это может быть? Это Латиноамерика, да? Ну, да, потому что если это Дубай, то там нет таких гор, да? Там же только... Да, там гор нету вообще, там пустыня. Да, ну горы, да. Что? Это не Рио. Опять Тун Рио. -тун А -тун что-то -тун. как-то- А вы можете задавать одно и то же про Бразилию, да? Не было уже. Рио не Рио было. еще мы не же было. говорили. Да, это Бразилия. Это однозначно. И, наверное, так, это Сао-Пауло. Сан-Пауло, да? Только я не вижу Иисуса. Вот я Статую тоже не Иисуса. вижу. Где Ну что, музыкальная подсказочка? Давайте музыкальную подсказку. Самба! Де-Жанейро! Рио-де-Жанейро! Ну, мы же близки были, да? Я Вы- же сказал Рио. Но, не, он сказал, Рио-де-Жанейро, это абсолютно правильный ответ. И со счетом 7-5 7-5. побеждает Эркин! Урюпинск меня вытащил. Знаешь, Урюпинск. если бы ты Урюпинск не отгадал, я бы считал, что тебя подыграли. А так ты честно выиграл. А можно какую-нибудь фанфарку, чтобы мы его нормально... Я и Канта выиграл. Я и Канта угадал. Это фигня. Я Я и другие Канта. вещи подгадал. Друзья, давайте за Урюпинск похлопаем. Урюпинск! Это весело. Круто. Это... Ой, ну повеселились. Здорово. Вообще, блин. Здорово, здорово. Очень хороший конкурс. Слав, отправь его, пожалуйста. Без проблем.
Слушай, у меня 50 гигов хороших отборных конкурсов, я могу все отдать. А у него все Конечно. под русские свадьбы сделано. Нет, у меня все... Вот это. Хей, хей, ла-ла-ла, нет уже. Для сож- Мари Пачине у него ничего не найдется, понимаешь? Кстати, Найдется, найдется? конечно. Конечно, нам только встретиться, переговорить, обсудить и все. Да, обсудить. Все. Я Вопрос только есть. за. Я Вопрос только есть. за. А Я можно только за. еще раз момент, где ты говорил, хей, хей, хей. А, давай. У него же для Мари Пачине, да? Для Джек Шебек. Раз, два, три. Ride with the mob. Alhamdulillah. Check you and me and do your job. Earth is the name. Wallet did the change. Так, ну ладно. Кстати, Кстати, 98% моих мероприятий исключительно кыргызские. У меня русских практически нет. И я серьезно. очень сильно Всё-таки их Анатолий боюсь. Повозной вышел вперед, забрал Да. всю твою работу. Не-не-не, Толик, молодец. а они никогда не были моей Скажем публикой. так, так. скажем так, история циклична. И спустя... Да, давай. Анатолий. Выключай. Забери мою работу, потому что я туда по-любому не пойду. Мне нужен кыргызский всегда. Так, мне нужны нормальные генералы. Да. Я даже... История циклична. 30 лет назад на этом рынке был один русский товарищ, очень популярный, вел все русские свадьбы. Юрий Иванович Бабков. Да. Просто молодой Юрий Бабков. Все, так и будем Всё. называть. Закончим мы словами, типа, подпишись, не подпишись. Есть желание, нет желания? Конечно, Смотри. ну, вот. это надо сказать, да. На камеру. Друзья, все, кто посмотрел сегодняшний выпуск, спасибо огромное. Я не знаю, мне кажется, мы тоже сами кайфанули. Подписывайтесь, ставьте лайки, это очень нужно. Давайте поддержим Славу. Слава вообще талант многогранный. Я надеюсь, что вы что-то полезное для себя извлекли. И всем здоровья. 0555 00 18 62, если нужен хороший ведущий. Ну вы слышали, это... Давайте теперь встанем и как на этом ролике. Как он там делал? Я поближе, у меня маленькая папка. I told you that I'll never